Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В сентябре состоятся выборы в Государственное собрание ЛТУМЭН Республики, Якутскую городскую думу, в главы и депутаты органов местного самоуправления. В списке партий, представленных на этих выборах, есть и Либерально-демократическая партия России. О партийной деятельности регионального отделения расскажет гость студии Гаврил Парахин, лидер Якутского регионального отделения ЛДПР. Гаврил Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как же создавалось Якутское региональное отделение ЛДПР, когда все это произошло? Вот вы сейчас сказали, в преддверии выборов, какие будут выборы большие, и тоже есть в партии ЛДПР, не тоже есть. Она всегда была и была первой партией. Еще в 1993 году мы победили на выборах Государственной Думы. Не было тогда никого. И поэтому, естественно, сегодня партия ЛДПР есть, была и будет. И будет всегда занимать первые места. Конечно, нам сложно, может быть, и в республике Саха-Якутия показать свое присутствие в полном объеме, да, потому что все-таки у нас многонациональная республика. Но мы, в частности я, стал руководить партией в 2010 году, в декабре месяце. И вот с этого времени сегодня численность депутатов превышает 70 человек. Это депутаты разного уровня. И сегодня, конечно же, самое главное, у нас есть 4 депутата Государственного собрания ЛТУМЭН. И самое главное, у нас есть, в отличие от всех других партий, мэр второго по значимости города Нерюнгри, один из самых молодых мэров за всю историю вообще Якутии. У нас есть самый молодой министр охраны природы и экологии Евгений Перфилев. И у нас есть самый молодой член ЦИКа с правом решающего голоса. Такого не было никогда за всю историю Якутии, чтобы были представители от ЛДПР в таком возрасте, с такими положительными и очень хорошими характеристиками, и которые представляли интересы на таком уровне нашей республики. Скажите, а вот учитывая такую численность партии, как же можно в нее вступить? Все у нас просто. Сегодня и можно вступить по интернету. Также можно прийти в штаб-квартиру на Петровского, 21/2, кабинет 202. Также у нас есть 26 отделений по республике Саха-Якутия, где есть свой руководитель, есть свое представительство, есть свои приемные. Всегда можно любому жителю нашей республики спокойно вступить, оперативно получить партбилет. Ну и, конечно же, самое главное сегодня, я пользуясь случаем, хочу сказать, что у нас идет в честь памяти Владимира Вольфовича Жириновского, которому сегодня 77 лет, и в честь его памяти последние полгода мы ведем такой прием, где молодой человек, и неважно какого возраста, житель республики Саха-Якутия, вступивший в ЛДПР, получает нового образца партбилет. И самое главное, он имеет возможность получить значок, который очень значим сегодня для, я думаю, нового члена партии, потому что ни у кого до этого последние полгода не было возможности получить в преступлении в партии значок «Жириновский навсегда». Даже так. Но учитывая, что ваша партия такая многочисленная, всегда внимаете чаяниям народа, и учитывая, что теперь есть даже 4 члена партии в городской думе, скажите, как приходит прием граждан и как обрабатываются их какие-то проблемы? В Государственном собрании ЛТУМЭН, я вас маленько поправлю, да, 4 депутата и 1 депутат в городской думе. Вот. И в 2021 году я был депутатом Государственной Думы. Это тоже значимое событие было для нашей республики. А то, что сегодня 4 депутата, они представляют все 4 основные промышленные районы нашей республики. Это Мирный, Алекминск, Алдан и Нерюнгри. И эти все депутаты ведут, естественно, прием на местах в своем округе. Я, как сегодня руководитель партии и являюсь помощником депутата Государственной Думы, веду прием граждан вторник-четверг на улице Кирова, 13, кабинет 3 двойки, 222. Принимаю я всегда с 12 до 14, лично я сам. А так кабинет работает ежедневно с 10 до 16, до 18, и там тоже наши депутаты и городской думы, и депутаты муниципальных уровней, приезжающие в командировку или находящиеся здесь депутаты Государственного собрания ЛТУМЭН, всегда примут наших граждан.
Какие недавно были рассмотрены, возможно, самые больные и проблемные вопросы? Да, вопросы у нас все, абсолютно все одинаковые. И мы сегодня говорим о том, что буквально вчера обращалась жительница с улицы 8 марта, потому что полностью затопило ее дом. Да, и подойти к дому не может своему, и находиться в доме не может. Это вот, простой пример. Понятно, что сегодня никто не предполагал, что такое количество снега выпадет на территории нашего города. Да. Надо готовиться, надо всегда знать, что сегодня действительно природа непредсказуема последние годы. Это очевидно. Я, родившись здесь, и вижу, что последние годы природа меняется. И поэтому надеяться на авось нельзя. Конечно же, самая основная тема – это переселение ветхого аварийного жилья. Кстати, вчера нам прислала жительница города Якутска видео, как она получила квартиру благодаря Жириновскому. Мы это, кстати, сейчас выложим, потому что мы сами не ожидали. Она сама нас нашла и сказала большое спасибо Владимиру Вольфовичу за то, что он все сделал, чтобы ее дом был признан аварийным, и она буквально на днях получила новую квартиру. Конечно же, сегодня говорят не только про дороги и про коммуналку. Мы недавно собирали круглый стол в Государственном собрании ЛТУМЭН, потому что никто в последнее время не смог это сделать, никакая партия, никакие представители депутатов от партии. Мы лично создали такую комиссию и организовали круглый стол по тарифам. И позвали и узнали, почему же сегодня у нас тарифы растут, почему же они поменялись, и почему при росте тарифов ничего не изменилось, а наоборот стало хуже. Еще больше и чаще стали отключать свет. И также у нас происходит отключение воды, и качество воды желает лучшего. И то же самое отопление. Естественно, руководители этих подразделений, особенно те, которые рассказывали про субсидии, которые предлагаются нашим пенсионерам, оказывается, субсидии в год при такой большой комиссии численности этих руководителей и их заместителей, которые организовывают этих субсидий, всего не более 1% получают жители нашей многонациональной республики. Это очень мизерный показатель при таком большом хайпе и при таких больших рассказах о том, как поддерживает республика наше население, особенно пожилое или молодое или многодетное. На самом деле попасть в эту категорию очень трудно, и не сегодня получить субсидию, которая бы дала возможность заплатить в половину или в треть численность населения, получает совсем мало такую возможность. Как же так получается? Возможно, с законотворческой деятельностью вашей партии получится исправить такую ситуацию? Мы не то, что все 8 лет я пытался исправить ситуацию, но, к сожалению, сегодня власть не слышит нас. К сожалению, сегодня руководство республики не слышит не только нас, но не слышит и крик души нашего населения. И мы сегодня видим, что в республике Саха-Якутия, к сожалению, численность населения уменьшается. Население уезжает, и уезжают сегодня не те люди, которые приехали в свое время, так же, как мои родители, которые остались, в отличие от всех, здесь, и я остался здесь, а уезжают уже и коренные жители. Поэтому сегодня очень, на самом деле, не то, что власти надо задуматься и не рассказывать про миллиарды рублей, которые они вкладывают на Дальний Восток, а на самом деле четко следить за каждой копейкой и анализировать ситуацию. Сегодня Дальний Восток, и в частности Якутия, без поддержки малого предпринимательства, в малом бизнесе ничего не получится. Сегодня войну мы назовем военные действия, которые происходят на территории за пределами нашей страны, без поддержки малого бизнеса мы не справимся. Это очевидный факт. Еще 10 лет назад кто-то стеснялся называть себя предпринимателем. Наконец-то хоть власть сегодня услышала чуть-чуть, что все, что сегодня происходит, победит не те люди, которые работают на бюджете, а те люди, которые и в бюджетных организациях. А мы сможем победить благодаря предпринимателям, которые дают рабочие места, поддерживают семей мобилизованных и поддерживают вообще все действия, которые связаны сегодня с боевыми действиями на территории Украины. Гаврил Павлович, сегодня 25 апреля. Вы уже говорили о том, что эта дата знаменательна для партии тем, что сегодня Владимиру Вольфовичу могло бы исполниться 77 лет. Также известно, что сегодня будет показ кинофильма, связанный с бывшим лидером партии. И, может быть, еще запланированы какие-то мероприятия? Я очень благодарен Якутии 24. Я очень благодарен вам, что вы позвали и прямо в точку попали. Сегодня действительно 25 апреля, и сегодня Владимиру Вольфовичу Жириновскому исполнилось бы 77 лет.
Да, его нету, но мы говорим о том, что он жив. Мы надеемся, что сегодня все население нашей многонациональной страны и, конечно же, республики понимает, что он не то, что говорил правду и предсказывал, да, то, что сегодня каждый день, что бы ни происходило на территории нашей страны, республики, в мире, это все говорил, предсказывал и напоминал Владимир Вольфович Жириновский. И сегодня в честь его дня рождения мы при кинотеатр «Центральный» открыли фотовыставку. Раз. Мы супер, я считаю, фильм «Живой», так и называется, про Жириновского, да, потому что он действительно живой, потому что о нем говорят каждый день. 11, 14, 16 и 20 часов 00 будет премьера этого фильма. Вход бесплатный. Каждому жителю нашей республики, который попадет на этот фильм, естественно, будет еще и подарок. Поэтому, пользуясь случаем, я приглашаю наших земляков посмотреть, увидеть, потому что действительно фильм очень интересный, фотовыставка очень интересная. Я надеюсь, что мы эту фотовыставку проведем не только сегодня, да, мы ее проведем и на 1 мая, наверное, скорее всего, и на 9 мая, если получится, потому что очень хорошие фотоснимки, как он был у нас в Якутии 2 раза, как мы, наше якутское региональное отделение, которое уже вот 13 лет активно ведет свою гражданскую позицию, и благодаря Жириновскому попадаем мы в Москву, общаемся, и наши все члены партии, практически там человек 80 уже побывало у него в кабинете, сфотографировалось, мы там снимали фильм. И, конечно же, благодарность за это. Сегодня мы проводим вот такие мероприятия, где действительно мы хотим вспомнить, напомнить, что Жириновский жив, и он всегда будет жить в наших сердцах, и мы будем всегда делать то, что он нам завещал, и то, что он сегодня предсказывал. Это действительно очень значимо, нужное для нашей страны, и мы это воплотим в жизнь. Ну и в завершение нашей с вами беседы скажите, каковы ваши ожидания от нынешних выборов, хотя я чувствую, что вы пришли к нам с очень амбициозным настроением. Ну, конечно же, мы та партия, которая действительно всегда говорила правду, которая выбирала самую серьезную золотую середину. Мы не левые, не правые, мы всегда говорили правду, не боялись говорить правду. Мы всегда поддерживали, неважно, кто у руководства нашей республики, у нашей страны. Если это действительно значимые, уважаемые люди и говорят очень правильно, и мыслят очень правильно в поддержку, самое главное, нашего населения, борьбу с бедностью, сделать так, чтобы сегодня население Дальнего Востока не уезжало, сделать сегодня, как говорил Жириновский, Дальний Восток столицей и вообще основной территории развития нашей страны, потому что, опять же, это он говорил, и мы понимаем, что сегодня азиаты, наши соседи, это главные партнеры в борьбе вообще в экономическом развитии нашей вообще мировой цивилизации. Конечно же, сегодня очень значимо это. И сегодня присутствие ЛДПР, после того, когда говорил Жириновский про отмену налогов, про удешевить электричество, ЖКХ, это все придет к этому. Мы сегодня должны это сделать. Если мы это не сделаем, то мы не заинтересуем малый бизнес развиваться здесь и привлекать еще с другой территории центральных именно тех предприимчивых ребят, людей молодых, семьи, там, и мы говорим про педагогов, и там вообще в любой сфере, чтобы они развивали Дальний Восток, чтобы он действительно в нем развивалась и промышленность, и туризм, и малый и средний бизнес в направлении товарного производства. У нас должно быть свое вкусное молоко, у нас должны быть свои вкусные продукты, и мы должны этим гордиться, побеждать. И мы должны все сделать сегодня. Не то, что мы должны справляться с этим снегом, да, и сегодня с теми невзгодами, которые могут в дальнейшем нас опять настичь. Да. Мы, самое главное, должны быть вместе, нас должно быть больше, и тогда мы победим. И, естественно, этим всем последние 30 лет, благодаря Владимиру Вольфовичу Жириновскому, занималась партия ЛДПР. Только она говорила о Дальнем Востоке, только она говорила о наших партнерах, только она говорила о Северном завозе в плане по Северному Ледовитому океану. И мы все сделали и будем делать, чтобы Жириновский был, будет и всегда оставался с нами в наших сердцах, и мы все его завещания выполнили. Я благодарю вас, Гаврил Павлович, за такую интересную беседу. И спасибо, что нашли для нас. Спасибо вам, что вы тоже позвали. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.